Вы говорите, что мир будет в этом году. Сегодня украинская пропаганда показала самую защищенную границу. Угадайте, какая? Самая опасная точка? Украинско-белорусская. Говорят, Лукашенко готов нападать. Спасибо, что вы мне сказали. У нас Укрепляют границу по полной программе. Ну, И продолжают сейчас. я это знаю, но куда уже больше. Там же даже ни петух, ни курица не пройдет через эту границу. Ну, заминировали все. Заминировали, забаррикадировали. Ну и потом, это не пропаганда, это фейконосы эти идиоты. Чтоб ты знала, Оля, на этой забаррикадированной границе есть окна, через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне, и они с нами. Обмен погибшими сотнями, обмен военнопленными сотнями, обмен израненных, оторванные руки, ноги сюда привозят к нам, под Гомелем. Раньше говорят, ну как мы тут, там через Польшу, Беловежскую пущу. Нет, давайте под Гомель. Уже не боятся, что тут Россия рядом. Раньше вот Россия рядом, мы туда не поедем. Мы хотим через Беларусь вот эти обмены производить. Детишек какие-то, которых спасали россияне в Донбассе и прочее, ну, под огонь попали там 3-5 ребенка, отвели оттуда, в России были россияне, находятся там родственники или кто в Украине, они им передают, опять нам отдают, мы их везем туда. То есть эта граница живет, и то, что, как ты сказала, пропагандисты эти, фейконосцы и прочее, это их позиция. Граница живет и процветает. И все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем. Ну вот, не знаю, это было у вас или нет, они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение. То есть мы контролируем эти лагеря, но где-то мы что-то вложимся, ну вы давайте, стройте их. В плен попали украинцы в лагере, россияне в лагере, но мы не занимаем никакую позицию, мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее. Я им сказал, условие одно, у нас же огромных денег нет, чтобы 1000 человек содержать. Они говорят, нет, мы деньги найдем, украинцы. Я говорю, тогда второе, договаривайтесь с россиянами. Договоритесь, мы с удовольствием будем вам помогать. Но должен честно признать, вот был обмен недавно, ну как мы ж инвалидов этих забираем к себе в больницу. Им надо оказать первейшую помощь. Наши врачи там на месте, и наши врачи, я задал вопрос, как они, эти россияне, инвалиды, кто без ноги есть, без руки. Говорит, удивительно, но вот помощь им оказали квалифицированную в Украине. Это тоже удивительно. Не просто взяли, кинули грязные там, умирающие, загнивающие раны. Нет. Украинцы на месте там оказали этим раненым военнопленным российским хорошую помощь. Значит, там есть нормальные люди? И врачи нормальные. Поэтому, да, граница там забаррикадирована очень сильно, мы это знаем, заминирована везде. Они боятся давно, что там мы ввяжемся в эту войну. Ну, слушай, мы четко следуем тренду на мир. И у нас нет таких планов нападать на Украину сейчас. Это было даже непорядочно с нашей стороны. Они вот меня упрекают, почему вот соагрессор такой-сякой, с Беларуси зашли россияне. Ты же ведь это я, во-первых, я честно признался, что меня Генштаб России не информировал об этом. После учений выводили россияне свои войска, им показался во Владивосток путь или на Урал, за Урал, через Киев ближе. Ну так это задайте вопрос генералам, которые выводили, почему им этот путь оказался ближе. А я говорю, если бы знал, я бы Украине не помогал. Почему? Вот этому Марио Науфалу, или как я ему об этом говорил, проамериканский, я бы не помогал, потому что Украина уже к этому времени с нами была в состоянии войны экономической.
Они же ввели против нас санкции по всем направлениям. Ни американцы, ни европейцы не уводили еще. Они нас начали бомбить. Ну, отчасти и россиян тоже. Поэтому с какого дуру я бы защищал украинцев? Нет. Помогал бы, скорее всего. Поэтому что меня упрекать?